Вопрос по закону об оленеводстве уже обсуждается и вчера был принят во втором чтении. Значит, на первый проект в первом чтении поступило очень большое количество поправок. Дело в том, что я начал свое выступление с того, что этот закон очень нужен Республике Коми. Он давно назревал, и, слава богу, наконец он, так сказать, поставлен на голосование во втором чтении. Но, тем не менее, вы, наверное, знаете об этом, что было открытое обращение общества МОТ из ВАТАС, где говорится о том, что их мнение, их поправки не были учтены в данном законопроекте. Поэтому я вот, те, кто разрабатывал этот законопроект, обратил внимание на это обстоятельство. Я связался, значит, с Николаем Рочевым, это председатель общества из ВАТАС, и выяснил все-таки из первоисточника, что действительно те 17 поправок, которые, значит, общество из ВАТАС подавало разработчикам, не были учтены. Мало того, на, значит, эти поправки не было дано официального ответа, по каким, значит, именно причинам они не были учтены в данном законопроекте. Поэтому не обратить внимания на тех, кто себя отождествляет потомками оленеводов, и они прямо говорят в своем обращении, что не было бы коми-ижевцев, если бы не было, так сказать, оленеводства. Вот. Но, на мой взгляд, это неправильно. На мой взгляд, с обществом из ВАТАС должен быть, во всяком случае, по закону оленеводства, должен был равноправный, честный диалог, разговор. Мы сейчас, только что минут 20 назад разговаривали, значит, я разговаривал с руководителями МОТ из ВАТАС, там у них, так сказать, идет обширная дискуссия по этому вопросу от крайних таких полярных, значит, мнений о том, что надо, так сказать, этот закон признавать недействительным, и это прозвучало в их обращении, до более конструктивных, что надо дать возможность этому закону заработать, тогда, значит, сразу выявятся его сильные и слабые стороны. И, на мой взгляд, это эволюционный путь, это самый, так сказать, оптимальный вариант того, как могут проистекать события. С принятием этого закона хуже, как минимум, не станет. Я думаю, что это станет лучше, потому что, во-первых, появляется финансирование. 40 миллионов, так сказать, гарантированно бюджетом будет выделяться на развитие оленеводства. Но это только первый шаг. Я говорю, что по этому пути надо идти, так сказать, эволюционным способом. Второй шаг, я думаю, что если этот закон с учетом поправок коми-ижевцев и других заинтересованных, значит, сторон будет расширяться, то, возможно, через какое-то время те стада, которые, значит, оленеводческие хозяйства, которые сегодня зарегистрированы в НАО, они естественным путем вернутся, так сказать, на коми-земли, в тот же Ижемский район, а это 35 тысяч поголовья скота. Я думаю, что в этом заинтересована и сама республика. Вот. И второй вопрос, там как бы вопрос по пастбищам, которые сегодня находится часть в НАО, часть, значит, в Коми республике. Я думаю, что это приведет к тому, что будет подписан какой-то, так сказать, договор между НАО и Коми республикой о том, чтобы, так сказать, беспрепятственно пропускать эти стада. Я думаю, что даже с точки зрения организационной я готов, так сказать, быть на острие, что называется, этого вопроса.